Какая интересная наша жизнь! Она проста и сложна одновременно. Она, как карусель, крутится по кругу, замедляя или убыстряя ход, но ни на секунду не останавливается. Промелькнуло детство, помахала рукой юность, вот уже и зрелость заглянула нам в глаза. А мы порой даже и не замечаем, что, складываясь из секунд, минут, часов, лет, ярких фрагментов, наша жизнь приобретает некую завершенность, превращаясь в яркое, значимое событие. С этих прекрасных строк о жизни, дорогие друзья, мы начинаем третью передачу из цикла онлайн-квартирник «Золотые истоки традиций» с известными людьми, сохраняющих уникальную народную культуру, традиции и обычаи своего народа. В прекрасный августовский день творческая группа Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского в гостях у художественных руководителей образцового танцевального коллектива «Бриллианты Якутии», у заслуженной артистки Республики Саха-Якутия Зои Михайловны и заслуженного артиста Российской Федерации и Республики Саха-Якутия Афанасия Афанасьевича Соловьевых, у прекрасной творческой семьи, которые посвятили свою жизнь Его Величеству танцу. Добрый день, дорогие хозяева! Здравствуйте, дорогие гости! Проходите к нам в дом. Самое главное и ценное в жизни – это семья. Сначала в которой ты рождаешься, а затем которую создаешь. И всегда нужно помнить, что самый большой подарок, которым вам когда-нибудь получится владеть, не продается в магазинах и не лежит под елкой. Он находится в сердцах ваших домочадцев, являющимися для вас верными друзьями, опорой, компасом по жизненному пути. Зоя Михайловна, Афанасий Афанасьевич, расскажите, пожалуйста, о себе, о своей семье, как вы познакомились. Мы познакомились, работая еще в госансамбле танца. Я пришла туда, Афанасий уже там работал, 3-й или 4-й год, да? Ага. И мы, 2 молодые девочки, пришли и смотрели на хороших молодых парней. И, вот так, таким образом мы работали 4 года, только потом стали друг друга замечать, что есть такой симпатичный, который мне подходит. У нас еще такая история была. Мы же были молодежь, у нас тусовки были. Первый раз свадьбу сыграли нам, когда приехали в Менго, у нас у Скобелевой была такая встреча друзей, тусовочка. Тогда почему-то мы сыграли жениха и невесту, нам даже делали свидетельство о браке. И второй раз мы сыграли свадьбу у Друзьянова Васи, день рождения, когда мы выходили в Чучур-Муран, по-моему, да? На сопку любви. И на сопку любви. А в 3-й раз мы по-настоящему поженились. Расскажите о детстве, о своих родителях. Самые интересные впечатления детства. Я родом из села Эльгай, Сунтарского района. У меня родных 5, то есть 2 сестры и 4. Я самая младшая, 2 брата. Я самая младшая в семье. Семья у нас, отец был зоотехником в этом совхозе ордена Ленина Эльгейский. Он был хороший специалист. Мама была всегда где-нибудь работала, поваром была в последнее время в садике, очень хорошо готовила. Я у Салданского района, село Депся, нас очень много, 8 человек. Я 6-й. И папа работал трактористом. Он... 2 ордена трудового. Да. 2 ордена трудового Красного Знамени. И там село Депся есть улица.
с его именем. А мама рано умерла. Когда я в детстве танцую, в садике танцевал, в школе танцевал и до сих пор танцую. Когда в детстве, когда мне 5-6 лет было, в клубы приехали артисты и танцевали. И после этого я пришел домой и танцевал дома. И не заметил, что открыто было это подполье. И упал прямо на мешке картошки. И мама вытащила и сказала: неужели этот будет зарабатывать на хлеб танцами? Зоя Михайловна, Афанасий Афанасьевич, когда вы решили и как вы решили посвятить себя танцу и почему? Я с детства не танцевала, да, вот такое событие произошло в школе. К нам переехала очень известная тогда Клакинова Августина Федоровна. Она уже в молодости стала заслуженным работником, создавала самый первый в республике детский коллектив «Дружба» Статинского улуса. Она переехала почему-то в Вильгяй и набирала детей по очень большому кастингу в музыкальную школу. И мы всем классом, все девочки пошли, 15 девочек. Из 15 девочек мы прошли вдвое. И вот у меня вот судьба пошла, вот начала танцевать. Мы поступили после школы в колледж культуры и искусства, Яркопу тогда. И тоже приходила Геннадий Семенович Баишев, набирал новый состав. Ага. И потом из группы 5 студентов пригласили в госансамбль. И таким образом у меня началась профессиональная танцевальная жизнь. После школы меня отправили на культпросвет училище. На втором курсе вдруг пришли из Государственного ансамбля танца Якутии Геннадий Семенович и Голуб Лев Иосифович выбирать одного мальчика для поездки в Москву, зал Чайковского. И нас было, по-моему, около 10, и почему-то выбрали меня. Самого маленького роста. Я тогда прыгал, легкий был, худой. И вот первое у меня творчество началось оттуда. И сразу сказали после концерта, после этого репетиции, сказали, что все, после окончания учебы придете к нам, в госансамбль танца Якутии. Профессионально танцевал 30 лет на сцене. 20 лет на пенсию выходишь, а потом 10 лет я на пенсию вышел, и 10 лет танцевал еще в Национальном театре танца. А потом, сейчас я работаю в детской школе искусства преподавателем хореографии. И еще у нас свой коллектив, детский образцовый ансамбль «Бриллианты Якутии». Зоя Михайловна, а сколько вы в этой профессиональной творческой деятельности в танце? Уже получается, сразу после, когда пригласили в Государственный ансамбль танца Якутии, началась моя профессиональная деятельность. И до пенсии я работала, 20 лет я отработала, вышла на пенсию и продолжаю преподавать. Вначале работала в детском коллективе АЛГ, потом мы с Афанасием решили создать свой коллектив, так как у нас был свой опыт сценический, танцевальный. Мы хотели передать свое мастерство, знания, опыт деткам. И решили создать частный свой коллектив «Бриллианты Якутии». Вместе с нами тогда помогала нам Лена Ивановна Илахова. Тоже ей хотим сказать большое спасибо. Афанасий Афанасьевич, Зоя Михайловна, я бы хотела обратить внимание зрителей на вашу одежду. Она всегда интересна, этнического направления. Откуда же вы ее приобретаете или все-таки шьете сами? Мы люди, создающие красоту,
танец создает красоту, эстетику, да. И мы с детства тоже воспитаны к красоте и вот стремимся быть сами красивыми. И всегда, когда мы ездим на поездках, всегда выбираем что-то такое оригинальное, которого нигде, не продается везде, а такое-нибудь штучное такое. В чем секрет успеха вашей семьи? Ну, это взаимопонимание, любовь, уважение друг к другу. И у нас, мне кажется, мы занимаемся одним делом, одним творчеством, и это все нам помогает сплачиваться, думать как один человек, то есть добавлять друг друга. И поэтому самый главный секрет в этом, мне кажется. Дорогие друзья, вы никогда не задумывались, почему талантливого человека часто сравнивают со звездой? Может быть, потому что талант дается свыше, а может быть, потому что талантливый человек освещает нашу жизнь, делает ее ярче, богаче и интереснее. В нашей беседе мы подошли к вопросам о творчестве, о совместном творчестве Зои Михайловны и Афанасия Афанасьева. Хочу подчеркнуть то, что вот первый наш творческий вечер, репертуар танцы народов мира, да? Вот именно наш репертуар так сложился, что мы, увидев вот эту красоту разных народов, да, оттуда взяли мы из репертуара. Точно хочу сказать, таитянский мой сольный номер взят из впечатлений вот таитянского коллектива. Колумбийский наш известный дуэт тоже увиденный из фестиваля. Вот. Очень хорошие коллективы тогда ездили, профессиональные коллективы ездили. Очень такая сильно организованная фестивальная была жизнь тогда. Все профессиональные коллективы разных стран были. Африка, там все европейские коллективы, очень интересные были латиноамериканские коллективы. И мы оттуда впитали вот это, да, вдохновение. Вот оттуда, вдохновившись, мы вот первый творческий вечер сделали вот так. И Имен Гюта назвал Афанасий Семенович Федоров наш концерт. Тогда он участвовал, наш сын, ему было уже 4 года. Он выступил с папой, дуэт аргентинский гауч. Тоже от впечатлений вот с этих взят. Как вам пришел первый успех? Ну вот как мы поставили танцы, когда начали танцевать наши дуэты, зрителю понравилось. И везде начали выступать, узнавали нас, приглашали. Кому из вас пришла идея организовать танцевальный коллектив «Бриллианты Якутии»? Да, когда уже мы ушли на пенсию, мы уже думали, да, как бы реализовать себя еще дальше. Как не сидеть, не застрять, а развиваться дальше. И вот пришли к такому, что мы создали свой коллектив. Илахова Лена Ивановна, наш первый директор, который меня тоже прямо зажгла. Мы с ней вместе вот давай, и создали вот именно вместе, втроем, да, этот коллектив, чему мы очень рады. Хореографами-танцорами становятся или рождаются? Я считаю, вот Афанасий родился танцором, да, например, прямо все рассказывают, кто его с детства знал. А я, видимо, становлюсь. Ага, да, когда вот Клакинова Августина Федоровна приехала, научила меня, вот тогда я начала становиться. Не рождается, надо работать, это большой труд, надо становиться, тем более профессиональным артистом, если ты должен стать, надо работать, каждый день заниматься как спортсмен. Танцуй, танцуй же, яркая звезда, пылай, как пламя в темном небосклоне, ты в нашем сердце бьешься навсегда, танцуя, мы всегда с тобою. Ты творчеством своим преобразуешь мир без обмана и без лести, и где под звуки нежных лир
С тобой хотим быть только вместе. Зоя Михайловна, Афанасий Афанасьевич, вы много ездили с гастролями с Национальным театром танца, выезжаете с коллективом «Бриллианты Якутии», выезжаете на отдых со своей семьей. Что вы обычно привозите с поездок и какая ваша любимая страна? Мы в Гоа были, в Индии. Хочу подчеркнуть, что вот наше поколение тоже воспитано на индийских фильмах. И вот Афанасий с детства танцевал индийский танец. Его в деревне знают как Индия-Афоня, да, называют. Ну, его поколение помнит его как Индия-Афоня, да. Индийские фильмы очень Да. И в нашем репертуаре тоже 2 танца индийских есть. Да. Ну, мы привозим тарелки вот такие. И я собираю вот эту оригинальную соломенную шляпу. Вообще вот мы любим, да, теплую страну, где море, солнце. Хотели бы там пожить, даже в Таити, может, в Сингапуре, в Гаити, да. Переехали бы вообще туда жить, мне кажется. Только зимой. Вы чтите свою культуру, каких традиций придерживаетесь? Конечно, мы же хахалар боллах пути, обожаем исых летний, да. Обязательно там подготавливаемся, всегда ночуем в палатке, со своей утварью всегда за день все перетаскиваем, ночуем. И всегда наши дети тоже выступают и на открытии, и концерт. Очень любим это время года и этот праздник. Да, у нас всегда якутская еда, кётчах каждое утро Афанасий быстро делает, запросто. Оладушки, всякие, кумыс, выпах, хан, все такое мы любим. Мясо обязательно. Очень любит жирную жеребятину, все такое. И мы обязательно встречаем солнце. Даже в этом году ездили Несмотря на то, что у нас на пандемия, мы сами ездили, ночевали и встретили. Тоже. Да, обязательно. В передачах наши герои обязательно готовят. И сейчас мы пройдем на кухню, где Зоя Михайловна и Афанасий Афанасьевич приготовят свои любимые блюда. Я сейчас буду готовить запеканку из кабачков фаршированную. Ну а пока Зоя Михайловна готовит свое коронное блюдо, фаршированные кабачки в духовке, мы с Афанасием Афанасьевичем приступим к его любимому блюду – салату. Как называется ваш салат, Афанасий Афанасьевич? Нежный салат называется семга. Самый главный должно быть семга. Самый главный ингредиент у нас семга. Ага. И вот тут есть картошка, сыр, репчатый лук, морковь, яйца. Это все предварительно у нас нашинковано, Да. И нарезанное это мелко. помидор и огурцы. Помидоры и огурцы. Сначала мы ложим эту картошку. Она слоями получается. Слоями складывается. получается. Очень красиво получается. В такой вот форме, нежно, да? Потом семгу. Семга. Второй слой у нас семга. Сейчас добавим яйца. Яйца. Так, сейчас ложим этот репчатый лук чуть-чуть. Сейчас готовим китайский салат с языком говяжьим.
Вот это наши афиши. Вот первый сольный концерт, первый вот этот солист театра танца там написано. Второй концерт и третий вот наши афиши первый. И буклет. Вот когда я 3 года танцевал, вот маленькие фотографии, вот черно-белые. Вот я собираю плетеные оригинальные шляпы. Вот из Кореи. Шляпа большая. Ух, такая большая. Вот это. Не видно. И солнце не заходит. Вот. А это мне друг Балдош подарил с Монголии, заслуженный артист Республики Саха-Якутии. Красиво. Это грузинская шляпа тоже подарили. А вот тут есть вот колумбийская шляпа. А тут Прибалтика, вот высокая. Интересно, да? Очень интересно. Фасон. Ага. А вот тут тоже корейская вот сеточка. Такая же шляпа есть Андрея Савича Борисова. Вот наша комната. Ваша спальня. Ну, в восточном стиле. Ага. Мы любим очень Восток. Поэтому у нас есть вот индийские танцы. Павлин. Вот у меня подаренная чарану, а вот черная вот в 3 ножках. Это из Сунтара старые. Вот тут тоже 2 штуки есть. Остальные вот подаренные. Штук 30, по-моему, есть. Моя мама Агафья Васильевна Семенова, ей 83 года. Вот ее комнатка. Работала поваром в последнее время. Еще когда мы жили в общаге колледжа, она кормила студентов. Да? Готовила пирожки, горячие блюда, салаты. Да? Успех и признание приходят лишь тогда, когда в семье, в творчестве, в коллективе складывается атмосфера понимания и единения. Ведь это, если так можно сказать, по сути, вторая семья. А первая, она там, где заканчивается сцена и бурлит обычная человеческая жизнь. В обычной жизни наши герои воплотили семейную мечту, построили и обустроили дом мечты. Зоя Михайловна, Афанасий Афанасьевич, расскажите, пожалуйста, что было для вас самым сложным в строительстве вашего дома мечты? Кто был дизайнером? Дизайнером были мы сами, искали нам брат строитель. Он помогал и нам дал вот такую кучу журналов. Там коттедж, проекта коттедж. И мы выбрали. Ну, там поменяли немножко. И сложное было, конечно, в деньгах. Первый год сделали этот фундамент только должен стоять, оказывается. А второй год стену сделали и крышу сделали. И опять должен стоять 1 год, оказывается. Только на 3-й год делаешь этот внутреннюю работу. И мы вот 3-й год новоселье сделали. Переехали, и мы сами штукатурили белую финишную, как называется? Шпаклевку делали мы сами. Снутри и снаружи тоже сделали сами. И сами красили каждую комнату. И полы делал наш сын тоже сам. Зоя Михайловна, вот мы, побывав в вашем доме, заметили, что каждый кусочек, вот каждый метр вашего дома сделан с любовью. А вы обустраивали его по фэн-шуй? Да. Очень так подошли мы тщательно, потому что
Ну, дом строится, наверное, раз в жизни у человека, поэтому у меня знакомая хороший мастер фэншуй Эрика Лозовецкая, она мне все рассчитала, в какой стороне лучше, что поставить. Скажите, пожалуйста, вот вы построили свой любимый дом мечты, создали коллектив танцевальный. О чем вы сейчас мечтаете? Такой счастливой старости. Нет, о путешествиях. Хотелось бы, как в развитых странах, вот пожилые люди начинают путешествовать. То, что еще не успели усмотреть, мы хотим еще путешествовать спокойно. Ну и пожелания нашим дорогим телезрителям. Хотим, чтобы у каждого человека была мечта, и чтобы он шел к этой мечте, осуществлял, делал все для того, чтобы это сбылось. И чтобы каждый человек занимался своим любимым делом, да. И рядом, чтобы с ним были все его любимые, близкие люди, друзья, чтобы окружало все так, счастье было полно повсюду. Мы желаем счастья, мира и добра. Счастья, мира и добра! В третьей передаче из цикла онлайн-квартирник «Золотые истоки традиций» мы побывали в прекрасной творческой семье Зои Михайловны и Афанасия Афанасьевича Соловьевых. Желаем вам, наши герои, никогда не утратить интереса к своей профессии и с каждым днем стремиться к все большим победам. Желаем никогда не уставать и всегда пополнять свой арсенал яркими идеями, невероятно красивыми постановками. Пусть вам всегда сопутствует успех, замечательное настроение и интересная, насыщенная жизнь. А в вашем доме мечты пусть всегда собираются гости, звучит детский смех. Пусть ваш дом мечты оберегает, укрывает вас от всех жизненных невзгод. Да будет так! Спасибо вам за гостеприимство!